Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, Дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня мы начинаем цикл бесед с нашим известным уже, в принципе, достаточно историком Азаматом Рыскильдиным, человеком, который является сотрудником Института истории государства, Государственного комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Но вообще это наш башкирский историк, выходец с Баймакского района, человек, который на сегодняшний момент живет в Казахстане, но очень глубоко погружен в историю башкир. Салам алейкум, Азамат агай. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах, хурматли милләттәштәр. Хаумагыз. Да, мы с Азамат агаем решили, скажем так, дать вам цикл бесед, точнее он будет давать, я буду только, скажем так, поддерживать, слушать тоже. С Азамат агаем решили цикл вообще бесед об истории башкирского народа, начиная с самого начала, можно сказать, и заканчивая современным временем, да, новейшей истории. Азамат агай, если можно, чуть-чуть подальше от экрана отклонитесь. Вот, да, и сегодня... Я не очень хорошо вижу, поэтому гафуйте, если так. Мне как бы зрительный контакт поддерживать проще так. И, да, и сегодня мы будем говорить две темы, да, у нас введение в этнополитическую историю башкир и рассмотрим кейс Урал-Батыра, да, нашего знаменитого эпоса. Азамат агай, вам слово. Бисмилля. Ну, прежде всего, приветствие состоялось, да, немножко по цели, по намерению, да. Дело в том, что вопросы истории, как бы для нации строительства, это критически важные вопросы, вот. И Урал-Батыр, вот, это как бы одно из таких оснований менталитета, этнического кода, вот. И мне очень важно показать на его примере, как вот так или иначе разные теории, этнологические, антропологические, объясняют понятие, что такое этнос, как мы на этом примере и в целом на вот истории башкир можем, скажем так, получить опыт овладения разными методиками обработки, организации, систематизации исторического материала, да, любых знаний об обществе, с тем, чтобы это просто сама по себе ткань нашей истории, она послужила таким кейсом для того, чтобы мы могли обрабатывать входящую какую-то информацию, вот, распознавать ее, это разнообразие, понимать, где какие стратегии у действующих игроков и вырабатывать ответные стратегии. То есть основная цель — это не просто пересказ истории, чтобы было, скажем так, ну так, не скучно вечером, и можно было там с соседями, там, с друзьями, там, сказать, продемонстрировать глубину познания. Намерение в другом. Это практический материал для того, чтобы получить опыт анализа современной как бы информации, потому что история — это не наука о прошлом. На самом деле это технология проектирования будущего, в том числе. Понятно, да? Да. Кто не знает истории, тот... Понимание того, что происходит, какие тенденции, какие имеют место быть, какие стратегии приходится выбирать. Поэтому начинать как бы лучше как бы с глубины, и Урал-Батыр предоставляет в этом отношении такой хороший материал, на котором можно протестировать самые разные теории. Угу. То есть, добавлю здесь для нашего зрителя, что мы анализировать будем историю Башкортостана, разные этапы ее, не только пересказывать, но и анализировать, почему произошли эти события, вследствие чего они произошли, какие уроки были извлечены, ну и сейчас мы извлекаем, да, из тех событий. Азамат агай, прошу вас. Не просто пересказ, а попытка объяснения, то есть постановка вопросов. И самое главное, там, почему. 5 раз почему, известный тезис, да? Вот. Шулай. Попробуем. Ну тогда вот этнополитическая история башкир. Вот как мы сформировались вообще, как мы появились на этих землях,
Откуда пошло этноним Башкорт? Кто мы такие? Да? Да, кто мы такие? Я рад. Бисмилля. Значит, тогда давайте так. Что нам известно об Урал-Батыре, да, откуда мы черпаем знания? Ну, во-первых, известно, что примерно около 1910 года, вот где-то больше 100 лет тому назад, Мухаммедшамиль Барангулов, значит, тоже из Дамасского района, он записал это сказание эпос Батыр, и не только он, других собрал, потом это сказание подтвердили и другие ученые, вот там Руденко и в этнографической экспедиции, там Бекбулатов Наиль Валеевич, значит, который аргаяшский ученый-этнограф, который работал с Кузеевым Равилевичем, и многие другие. То есть запись его имеет место быть. К сожалению, у нас нет такой вот аудиозаписи, да, вот у казахов в 1942 году Каныш Сатпаев отправил Алькея Маргулана в экспедицию на Мангыстаускую, там, в далекую глушь, и там в 1942 году, получается, откуда он деньги нашел, неизвестно, да, вот, ну как-то урезал, но они успели одного из аксакалов, старика, в общем-то, записать эпос Каранунхах Батыра, да, получается, вот, живого сказителя, там, Надавлет сказал, запись аудио есть, вот, фиксация, да. У нас в этом отношении есть только та запись, которая вот, ну, графическая получается, да. Но Шукур уже как бы это есть, и у нас эпос Урал-Батыр, вот, он такой в числе самых таких древних эпосов, в общем-то, вот, мирового уровня, можно сказать, да и надо сказать, потому что там есть и космогонический пласт, и героический пласт, вот. И как к нему относиться? На одной из конференций, конечно, там звучал скепсис от наших коллег из Института истории Марджани, там что вот в 2010 году записали, да, вот, и это дальше как бы только предположения, гадания и так далее. Да, наводел, думали, да? Ну, как бы да, да. Но вот теперь давайте мы поговорим о том, почему можно это считать как бы очень важным, серьезным источником, да. Тут надо понимать, что такое этнос вообще. Как понятие этнос рассматривалось в истории, как оно менялось. Потому что одно дело там понятие этноса там, в 19 веке, да, другое дело в 20-м, и сейчас мы совсем другое представление имеем о понятии этноса. Вот. То есть здесь есть такое понятие, как бы научная картина мира. Вот. И в эпистемологии, то есть вот та познавательная модель, которая ложится в основу познания мира. Вот. Я просто буду несколько раз там самые разные использовать типологии. Вот. Есть такая, и называть имена и фамилии. Например, Томас Кун, да? Структура научных революций. Вот. Если это как бы называю, значит, имеет смысл лучше записать, пригодится. Вот. Условно говоря, кратко, значит, тезис такой, что вот есть феноменологическое мышление, да, когда мы представление о народе предполагаем, исходя, что вот есть другой народ, вот, и каковы его свойства. Вот все эти этнографы, которые вот занимались там Миклух Маклай и так далее, отправлялись там Бахофин и так далее, Морган, они описывали народ как этнографы, там жили среди него как-то, вот он как весь себе воспринимался, как такая вот набор свойств каких-то. Вот. Начиная с естественной наук в 20 веке, начиная с самого начала, там, после Макс Планка и других, появилось понимание о том, что существуют не просто объекты, да, вот, то есть народ тогда вот до этого воспринимался как объект, как вещь в себе, как сказать, объективное восприятие народа, да, из понимания. Но в 20 веке начало развиваться направление такое, как структурализм. Структурализм, когда стал задаваться не просто вопрос, каковы его свойства, да, а как он внутри устроен. Ну вот, например, алмаз, скажем, это графит, и уголь тоже графит, вернее, и графит тоже, да, как бы углерод, и тот, и другой углерод, да, вот, но внутренняя структура, скажем, углерода в алмазе, веществе, да, и внутренняя структура, скажем, углерода в графите немножко разные, да, по своим свойствам, характеристикам, потому что у них разная, как бы, структура внутренняя, вот, и, соответственно, от того, как оно устроено, какие в нем внутри системообразующие связи, да, зависит его свойства. И тогда ученые начали выяснять, значит, как влияет, скажем так,
на тот или иной этнос вмещающий ландшафт, род занятий, скажем так, да, вот, структура его организации внутренней. Вот, ну, по вмещающему ландшафту понятно, там есть лесные народы, скажем, степные, да, там, народы тайги, там, горные и так далее, да, вот. По, скажем так, структуре управления, вот был такой Юлиан Брамлей, он разделял этникос, который вот управляющий, скажем так, да, и эсо, это социальная организация, ну, то есть вот то социальный статус там правовой, политический, в котором, как бы, в границе которого существует, вот. Кроме вот этих материальных, скажем так, моментов, там, из которых мы знаем по археологии, скажем так, да, тут просто возникла проблема какая, вот что мы узнаем о старых этносах и существующих, вот, от этого следы же разные, например, вот, долгое время было внимание к материальным источникам, вот, прежде всего к археологическим, вот, находили находки одни, другие, вот, но тут проблема в чем заключается, потому что вот та же историки спорят там о ордосской культуре или культура плиточных могил, это те ли хуны или не те получается, да, но тут получается так, что один и тот же, скажем так, этнос мог использовать разные технологии и наоборот, разные народы могли использовать одни и те же технологии материальные, поэтому прямой корреляции здесь нету. Взаимодействие народов и культур, да? Ну, то есть археологические находки, следы материальной культуры сами по себе не являются таким прямым доказательством, надо воспринимать совокупность источников. Ну вот, например, жили калмыки, да, и нагайцы там в степях Прикаспия, ну в том же 17 веке, не так далеко, да, то есть, когда калмыки подчинили какую-то часть нагайцев себе, там, ну вот Каракалпак народ у нас такой есть, да, вот, они оказались вот под калмыками, получается, вот получились, название их сменилось, скажем, с нагайцев на Колпак, получается, да, вот. То есть они жили в одних и тех же степях, вот, на одних и тех же местах кочевали, да, и следы материальной культуры у них одни и те же самые казаны, может быть, и так далее, вот. Ну, может быть, там где-то на этих казанах различались, вот. Но юрта одинаковая там, ну и так далее, вооружение практически одинаковое, то есть различить по археологическим признакам, где здесь, на этой речке кочевал там Нагайский аул, там, Каракалпакский, где кочевал аул, там, Таргаутов, скажем, Дербетов, да, от Айратов, это физически невозможно. Вот. Это мы говорим о ситуации 17 века, да, а если говорить о более раннем времени, то это чаще всего предположение, там, где какие узоры, потому что часто узорами занимались, например, вот, ну, там, горшки, керамика, там, узоры, да, но там этим занимались часто женщины. А женщины могли быть откуда угодно, там, от Хайнань, острова, который на Китае, до Британии, скажем, вывешены, да? Вот. И по этим украшениям мы как бы не всегда можем как бы четко идентифицировать. Ну, то есть, я правильно понимаю, что женщины могли раньше в рабство купить на рынке, завоевать, захватить где-то там, да? И она приносит свою культуру, уже находясь, живя в другом народе. Совершенно верно. И поэтому здесь прямой тоже корреляции нет. Дальше. Если мы говорим, например, о языках, да, вот, ну, здесь, конечно, Макс Вайнрайх был такой ученый, у него есть хорошее выражение, да. Язык – это диалект, у которого есть армия и флот. То есть, если, значит, та или иная группа социальная контролирует коммуникации, вот с помощью там силовых средств принуждения, там, да, вооруженные силы там или так далее, там, торговых преимуществ, вот, то хочешь не хочешь себе подстраиваться, значит, под этот язык, который раскручивается до статуса такого лингва франка, да, вот, то есть, как в свое время тюрки был лингва франка для континентальной торговли, евразийской, да, вот, потом, получается, там, это стал тот же самый русский язык, скажем, с началом индустриализации, индустриальной эпохи, скажем, завоевания, да. Сейчас мы знаем лингва франка, в принципе, это английский язык для международной торговли. Поэтому язык тоже не всегда показатель, потому что внутренняя структура этнического разнообразия, она тоже не всегда зависит напрямую от распространенности языка. Вот. Элементарно мы сегодня говорим, например, о тех же самых швейцарцах, да, которые пользуются итальянским, французским и немецким языком, и много других случаев, да. Вот испанский язык, он кому принадлежит, там, мексиканцам или чилийцам, или там жителям Пиренейского полуострова, да. То есть здесь прямой корреляции тоже, получается, не выстраивается.
Вот, то есть, теперь поговорим, например, о таком источнике, как гены. Сейчас вот стали доступны такие исследования палеогенетические, вот, напрямую там по Y-хромосоме, по аутосомным маркерам. Ну, самое такое вот, такое, одно из первых, это по Y-хромосоме, которая у женщин, как вы знаете, XX хромосома, да, у мужчин XY. Соответственно, если мы находим, например, вот, могильник УЛД, вот в Кунашакском районе, там, вот, Челябинской области, да, там, получили там какой-то вот старый палеогенетический материал, его исследовали, ага, N1А, N1C получается, да, вот, и нынешние представители там рода Тунгаур, например, или других, в которых присутствует эта гаплогруппа, там, и субклан, может как бы себя, да, действительно отнести, что мы как бы являемся по биоматериалу их потомками. Или те же самые арпады, например, да, вот, которые в Венгрии были династии, они, их вот R1, получается, А, если я не ошибаюсь, вот, напрямую связано с башкирскими кипчаками, тамьянами, отчасти тунгаурами и так далее, получается, да, вот, и другими родами. Поэтому тут, причем, это как бы вопрос преемственности, да, вот, генетической, наследственной, то есть биоматериала преемственности. То есть Y-хромосома, причем от количества мутаций она может показывать не только, скажем, родство, но и дистанцию этого родства. Получается так, что общий предок был, скажем, где-то около 1000 лет тому назад, вот, а еще более глубокий, если мы пласты с некоторыми глубинами сводим, то примерно 3 век нашей эры, 3-4 век нашей эры. То есть с теми, скажем так, жителями там тоже самой Белебейской, Бугульминской там возвышенности, да, то есть связано с историческим Башкортостаном, получается, да. То есть, да, родство есть с теми же самыми венграми и так далее, да, но здесь мы опять-таки понимаем, что как-то мы можем говорить о том, что это, скорее всего, видимо, агуры, вот, агуры, которые сформировались какую-то общность на вот юге, получается, на Южном Урале, вот, куда вошли в ту же группировку и, получается, агуры, и те же самые вот которые с УЛД могильника, предки, скажем так, вот Челябинской области, получается, нынешней, да, и потом они как бы дружно все постепенно несколькими там этапами, партиями ушли на запад, и известно как среди венгров, получается, да, вот. Или, например, те же карагаки-кипчаки, там, каратамлы, телявы, другие, они как бы связаны с алтайскими, получается, тюрками, да, где там захоронения были, тоже определили, значит, по маркерам, значит, генетический материал, да, родство есть, примерно расстояние тоже где-то примерно 1000 лет. Вот. Но дело в том, что напрямую на прямой корреляции, вот сказать, что вот чисто происхождение является само по себе достаточным этнообразующим фактором, тоже не получается, не представляется возможным. То есть и структуры происхождения, и структуры, скажем так, управления власти, да, они не всегда могут быть прямыми показателями. Вот. Но в конце 20 века начало набирать силу такое междисциплинарное направление в науке, как теория открытых нелинейных систем. Ну, еще по-другому называть синергетика и так далее. Да? Вот известная работа Йосифа Пригожина и Изабеллы Стангерс «Порядок из хаоса». Вот, 1975 год, если не ошибаюсь, у нас ее опубликовали. Вот она там раньше вышла в Европе. Вот. То есть, когда вот эти вот, то, что мы раньше воспринимали как объект, воспринимали потом какую-то структуру, да, вот выстраиваться, мы стали воспринимать как динамическую систему, которая состояние порядка сменяется состоянием хаоса. Вот. И границы между ними являются точки бифуркации. При этом, когда, вы знаете, внешнее воздействие сваливается в состояние хаоса, да, то постепенно, значит, происходит адаптация к новым условиям за счет того, что в этой системе сохранились какие-то остатки памяти, условно говоря. Она может быть, скажем так, разнообразие этой памяти богатым, скажем, она может там пройти через кризис, да, как-то формироваться в новый устойчивый порядок. Если разнообразие там ограниченное, то она может дефрагментироваться и встроиться в другие как бы системы. Вот. То есть есть такое понятие аттрактора. Вот. Соответственно, для понимания, значит, того, если мы видим, рассматриваем этнос как открытую систему,
То есть здесь очень важны междисциплинарные связи, потому что на этнос, получается, влияет как материальная культура, да, как, получается, и торгово-логистические, географические факторы, языковые и так далее, социальные границы, мировоззрение, идеологии, вот, вооружение, то, что вот самые разные моменты, да, есть. Но важным моментом, вот к чему, собственно говоря, пришла школа Анналы и вот Венская школа этнологии, да, что ключевым фактором, который можно вот определить, что именно таксономическим уровнем, который фиксирует состояние этничности, продолжающейся, да, является все-таки память. То есть основа этничности, да, это не в первую очередь происхождение. Происхождение это биоматериал. Не сколько конструктивизм, скажем так, какие-то разработки или, скажем, навязанные там политические или там как-то другие там факторами, да, конструктивистские там границы, да, сколько то, как та или иная группа сумела через свой исторический, культурный, скажем так, социальный опыт, там, технологический, да, устояться, выдержать, получается, да, трансформироваться, пройти через испытания, вот, и сохраниться как какая-то группа, какая-то целостность. И в этом отношении ключевым фактором является память. То есть память это этнообразующий фактор. И вот то, что мы видим, то, что эпос Урал-Батыр сохранился, получается, вот уже практически 18 столетий, ну где-то около, да, вот, мы можем сказать, что у нас имеет место продолжение этничности. Хотя, конечно, были и трансформации, и пертурбации, о которых мы будем говорить, да, вот, но именно через преемственность исторической памяти мы можем говорить о преемственности этничности. И где-то в какой-то степени о преемственности того, что там называется таким околонаучным понятием менталитет, но который, в общем-то, может быть, другое слово, как бы, ну, это определенный мировоззренческий комплекс, психотип и так далее. Здесь мы будем говорить о Вебере, но я не хочу сразу так все пересказывать. Вот. Давайте, наверное, это. Вернемся к самому эпосу, да? Да, Азамат Агай, и сперва вот давайте как, или сперва об эпосе, или сперва вообще об башкирах как этноним, то есть как он вообще появился на этих землях. То есть это был сплав, как вот финно-угров, тюрков, иранцев. Как вот Геродот говорил о тех ли башкирах, про которых он говорил, да, вот, или нет, про которых мы имеем в виду, о которых говорит история. Вот начнем с этого, наверное, да? Хороший вопрос. Здесь надо различать как бы два разных, ну так в кавычках, условно говоря, агрегатных состояния. Дело в том, что когда у нас господствует, скажем так, мифологическое мировоззрение, скажем так, вот условно говоря, вот, старое, да, политеистическое, да, вот, основанное на генеалогии, да, то мы можем говорить о том, что у нас есть союз племен. Вот. Как он складывается, и дальше этот союз живет как союз племен. Ну вот, собственно говоря, у нас есть пласт космогонический, да, условно говоря, староиранский, восточноиранский, как вот Закир Галимьянович определяет, можно сказать, арийский, вот, это те племена, вот. Вот, туда входят бурзян, юрматы, значит, некоторые другие, значит, вот, племена. Вот. И пласт, скажем так, второй, как условно говоря, героический, да, вот, это Тамьян, Тунгаур, который, вот, получается, приходит, да. Вот здесь чуть-чуть, но здесь, как бы, когда они сплавляются в этот союз племен, вот, происходит, грубо говоря, обмен невестами. Как-то устойчивый обмен невестами, это формирует, грубо говоря, некоторую общую популяцию. Это же биоматериал. То есть, когда у нас группа племен, родов, скажем так, обменивается невестами, да, вот, формируется какая-то устойчивая целостность, то есть браки проходят внутри, и у нас идет сохранение наследственности. Азамат Агай, вот хотел уточнение здесь. Вот когда мы говорим о первых таких, ну, самых древних исторических племенах, бурзян, юрматы, которые, юрми, да, которые жили на этих территориях, они кто были? Финно-угры, тюрки,
Спасибо. Спасибо, Руслан. Я ушел. Надо было сначала это. Вот смотрите, есть понятие союз племен и есть понятие народ. Это не одно и то же. Народ это тогда, когда есть какая-то общая идеология, которая позволяет решать вопросы вот как на основе, решать конфликты на основе общей идеологии. И общее историческое представление, общая идеология, общеприменимое право и так далее. Общие социальные границы. Вот. Союз племен это союз, скажем так, родственников. Это союз кланов. Общей идеологии как бы такой общей исторической памяти пока нет. Вот. Есть память включающихся, скажем, то есть память генеалогического родства. Вот. У нас что получается? Переход из состояния союза племен в состояние народ произошел с принятием ислама. Это примерно где-то 9 век нашей эры. То есть до 9 века, скажем, мы можем говорить о башкирах как о союзе племен. Это пока еще не народ. Но когда приходит общее мировоззрение, вот, когда происходит как бы перестройка, реорганизация всех связей социальных получается на основе уже мировоззрения ислама. Общих ценностей. Да. Дело в том, что сам по себе ислам, он как бы не заменяет предыдущую культуру. Он становится как бы фильтром, через который происходит его переформатирование. То есть старая культура живет уже в новых опциях, в формате новой программы, новой парадигмы. Но она сохраняет те основы, которые они были. То есть вот как хорошо сказал Ахмед Заки Валиев Тоган, определял, да, вот есть культура, например, арабо-мусульманская, есть культура индо-мусульманская, персо-мусульманская, тюрко-мусульманская, афро-мусульманская и так далее, да. То есть старые культуры, они сохраняются, они просто, скажем так, живут дальше уже в новой парадигме. Новое накладывается на старое и... Сходить, например, там, к арабской культуре, да, это же не только арабская культура, да. Сейчас вот я думаю, какая-то европейская исламская культура там формируется и так далее, там, тот же самый русский ислам и так далее. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что вот союз племен башкирский, да, он, усвоив исламскую парадигму, исламскую доктрину, исламское мировоззрение, реорганизовал свою культурную традицию, свою культурную память и организовался уже в народ. Азамат ага, я хочу вот здесь уточнить. То есть первые племена, которые жили на Урале, которых мы могли бы уже отнести как прародителям башкир, этноса башкир, это кто? Какие племена? Вот опять-таки надо... Вот смотрите. Потому что есть твердая теория, что раньше здесь жили финно-угры, потом пришли тюркские племена, их отюречили, и, соответственно, получился вот то, что сейчас есть. Юрматы это финно-угорское было племя, Бурзян финно-угорское племя или как? Давайте так, вот когда мы говорим о племенах, да, надо разделять, что есть понятие субстрат и есть суперстрат. То есть элита, военная, культурная и так далее, да, и есть, ну, в общем-то, те, кто является ведомым в этой связке. Да-да. Вот. Теперь, когда мы говорим вмещающий ландшафт, да, действительно, у нас финские, которые племена вот там от Балтии там, до Урала, да, которые жили по лесам, в общем-то, да, способ освоения территории это леса. Вот у нас, давайте сейчас я карту вот вам открою, поделиться. Вот давайте так. Вот у нас, вот, условно говоря, вот граница вот отсюда начинается, так вот идет примерно, да, это граница, тут дается, тут лес. Севернее это лес, граница, да. И вот здесь у нас на Южном Урале, получается, лесные народы, они по горам входят, и там до Южного Урала, где лес, они занимают свою территорию. Это финно-балтские народы, условно говоря. Удмурты, коми там, и так далее. Вот. Степные народы это что другой вмещающий ландшафт. Вот. Здесь происходит другие племена. Здесь мы вначале будем говорить о бурзянах, о юрматы. Вот. Они степные, они как бы восточно-иранского происхождения. Почему? Потому что здесь важно говорить, что у них появилась технология обработки меди. Очень важный такой момент, что медь это один из таких первых металлов, но она легче плавится, скажем так, да. Вот. Не так много мест на Земле,
где есть, вот, где рудное тело выходит наружу, да, у нас в Башкортостане такие места еще есть, сохранились. А раньше было намного больше, правильно? Да-да. Вот. И там, где с одной стороны холодно, вот, и там, где есть береза. Береза, как вы знаете, это такое отличное топливо, да? Без особых таких примесей, где можно там делать выплавку. Вот. Но тут такой момент есть. И вот эти племена, условно назовем это андроновская культура, синташтинская, ну вот назовем их так, арийцы, условно говоря, старые, да? Вот. У них была технология получения этой меди, вот, ну, мы только, может, только гадать, но, может быть, холодно было там, костер жгли там большой, и как-то заметили, что какие-то камни плавятся и принимают нужную форму. Соответственно, можно сделать камень не просто, скажем, из камня, а просто из того-то выплавку какую-то сделать, и топор уже будет медный, правильно? И с этим более техничным топором можно что сделать? Более удачно воевать. Вот. Теперь дальше. Значит, ну, кроме того, что важно еще, когда медь это появилась, просто каменные псалии, да, вот, они поменялись на металлические. Что такое псалии? Ну, это вот палочка с дырочками. Эти дырочки можно привязать веревки и вставить в рот лошади. То есть, как вот узда. Соответственно, если там же никакое там дерево не ставишь, лошадь тут разжует и выплюнет, да? Вот. Но если это будет камень, там тоже раздробится. Если металл поставишь в лот лошади, ты уже фактически лошадь приручил. Понятно, да? Угу. То есть можно управлять лошадью с помощью металлической узды. Вот. Соответственно, появилась возможность сесть как бы на коней, вот, устроить колесницы, и у них плюс как бы, ну, топоры, там, луки, металлические орудия, да? Пусть медные пока еще, да? Но это уже гигантский прорыв. Соответственно, у нас вот из этих мест распространяются арийцы, получается, и на юг там, вот, в район там Персии, и в район Индии, и в район там, получается, Китая, и в Европу уходит, вот, как бы глоттогенез, там, вот, эти филологи там находят общий индоевропейских языков. Вот, но, скорее всего, они выходили как бы с наших мест, где вот идут первые месторождения меди. Азамат Агай, уточнение тогда. Аркаим, это вот наследие Да, тех, да, о ком вы говорите. да. Теперь такой еще момент существует. Но дело в том, что медь сама по себе, она достаточно такая не очень прочная. Там нужны легирующие добавки. Нужно олово, чтобы это стало бронзой. У нас на Урале тоже как бы есть олово, но олово не очень качественное, условно говоря. Хорошее олово есть на Памире. И еще есть как бы в Восточном Иране, там где хребет Башгир, как бы там вот. И вот археологи как бы находят эти пути, по которым это олово везли в наши края, вот, как легирующую добавку, чтобы получить бронзу. Понятно, да? Угу. Вот. Соответственно, вот эти связи там, там вдоль Сырдарьи, потом дальше получить на Южный Ураль, вот дорога поставок этого олова очень важна, она там, ну, похожа на тропы. Вот. Как проходила выплавка, значит, какие существуют понимания? Вот цветок курая, например, же представляете себе, да? То есть вот центральная получается яма, в ней это как бы основная шахта. Вот. Вокруг, значит, несколько, на некотором отдалении несколько ям помельче, ну как бы такое вот соцветие, да? Вот. И это такое сакральное действие, режется много животных, жертвы приносятся. Мясо кушают сами, кишки, корын, все это сваливается в эти ямы. Потом из этих ям выводят такие эти трубочки, вот кишки же есть, кишки, вот, выводят, значит, из центральной ямы выходят глиняные трубочки, потом они кишки, значит, на них нанизываются, да, вот. Вначале идет как бы там температура плавления там для меди там достаточная, там за счет березы и так далее, да, вот, где руда это плавится. Но в какой-то момент, там же вот этих кишки, где гниют в этих в окружающих ямах, да, там вырабатывается метан, ну, газы гниющие, да. Вот. Потом они этот, как бы, кишки эти там камнем придавленно открывают, метан, получается, газ это попадает в центральную яму, там резко повышается температура, происходит выплавка уже
с лигирующей добавкой, получается более крепкий металл. Понятно, да? То есть это же не... Это вот доступные технологии того времени. Понятно, что люди, которые как бы этим владели, это сакральные знания, это вот металлурги, условно говоря, да? Вот. То есть, и благодаря, в общем-то, этой гегемонии мы, получается, вот имеем верховенство вот этих вот племен, условно говоря, восточно-иранского порядка, те же самые буржан, те же самые юрматы, савраматы и так далее, там, юрми и так далее, да, вот те, которые, получается, колонизовали местное население, финское, скажем, финно-угорское, да, и были как бы его правители. Но дело в том, что прогресс на этом не заканчивается, то есть добывали еще и железо. Но практически вот до нашей эры железо было в основном не было конкурентоспособным. Оно было очень хрупким. И бронза в этом отношении была попрочнее. Но потом где-то вот в районе Алтая, в начале, в общем-то, нашей эры, получилось так, что из железа, из железной руды научились делать сталь. Сталь там выковкой, или там вот, крутить там вот, закалкой, там ковкой. То есть когда за счет того, что там ее плющили, там снова потом в холодное, потом снова как бы закаляли, и получилось железное оружие, сабли, там, наконечники, стрелы и так далее. В итоге этой технологической, получается, революции пошла агурская колонизация, агурская и агузская. Ну, существует как бы мнение, что агуры это как бы те, которые их экспансии, миграции шли как бы по лесостепной зоне. Это вот Алтай, Иртыш, потом Тобол, получается, там озера, да, на Урал, и далее потом в Европу, да, агуры, там вплоть до венгров, получается, да. Агуз это как бы южная часть, вот, эпос Агуз Батур об Агузе, вот, они как бы, получается, по южной стороне, но тут тоже развилки, значит, какая-то часть южнее Каспия, какая-то часть, получается, по Сырдарье опять на Урал, скажем так, да, вот в этот район. Вот, поэтому есть как бы смешение, и агурские и агузские языки, они как бы родственны между собой, и группировки тоже как бы, и среди агурских народов есть элементы агурских, и наоборот, среди агурских народов есть элементы агуров. По крайней мере, генетика так показывает. Вот. Теперь что получается? У нас, как это в эпосе Оработыр, значит, как вот считает Закир Галимян Шеменев, он рассказывает, что вот сам по себе сюжет, когда Урал-Батыр разрубает булатным мечом змея Кахкаха, это в такой метафорической форме, значит, повествуется о событиях вот начала первого тысячелетия. Когда, значит, Урал-Батыр, ну это там Тунгаур или там Тамьянска, ну то есть владельцы этой новой технологии, булатной стали, да, вот, победили змея, а змей это традиционный тотем, традиционный символ этих арийских народов, восточно-иранских, получается. Кахкаха это как бы, вот, ну, змей это вот их, вот. И когда он, получается, разрубив этого Кахкаха, из него выходит народа, там, Гульбостан, Гульстан, да, получается, который берет замуж, да, вот. И, получается, образуется новый союз. Образуется новый союз, где идут как бы обмен невестами, получается. То есть у нас примерно вот к этому времени, ну, условно говоря, там, в начале там второй, третьей, первое тысячелетие нашей эры, вот, это чуть раньше тюркской колонизации, это до этого происходит. У нас, получается, это экспансия вот Тамьян-Тонгаур, получается, да, вот когда они приходят на Урал и породнили здесь с бурджанами, получается, юрматы, с теми народами, которые до этого уже были под контролем бурджан, юрматы, юрми, да, вот у нас сформируется тогда и вот союз этих родов, включая, получается, и Тунгаур, и Тамьян, и бурджан, и юрматы, и, вот. Кипчаки это позже, Табын это позже, но вот первый как бы союз родов, это вот получается с одной стороны Буджан, Юрматы, Юрми, Гайна и Ней, с другой стороны получается Тонгаур, Тамьян. Вот это как бы первый союз племен. Азамат Агай, я тогда, то есть коротко подведу, то есть то, что получается финно-угорские племена, которые проживали на этой территории, были
скажем так, порабощены, захвачены племенами Юрматы, Буржан, которые вышли с Приоралия, с восточных земель, пришли. Впоследствии эти уже, как бы, этот единый общий народ был, скажем так, подавлен выходцами уже из восточных земель, Тунгаур, получается, вот, прототюрки. Ну вот давайте так, насчет подавлен. Здесь инкорпорация пошла по генеалогической линии. Дело в том, что на Востоке же как это все вещи. Когда, например, кто-то пишет там, вот, например, разгромили Хунну, империю Хань, да, вот, и ханьский Багдыхан, скажем, называет себя сыном хунского Шаньюя. Мы понимаем, что хунский Шаньюй, как бы его полностью покорил, тот отец, тот сын. Если же получается наоборот, там Багдыхан, там китайский ханьский, он становится отцом, а Хунну как бы сыновья, значит потерпели поражение Хунну, да? Если же там разошлись в ничью, там, грубо говоря, посватались. Если же там кто-то сильнее, ну как-то договорились, там кто-то младший брат, кто-то старший брат. Понятно, да? То есть в генеалогических терминах интерпретируются социальные отношения. Но в любом случае сильнейший подавляет слабейшего, правильно же? Более цивилизованный, более культурный. Зависимости разные. Вот, поскольку у нас идет именно кудалык, получается, да, именно посватались, это означает, что не сколько подавления идет, сколько установления союза. Угу. Понятно, да? Да. Тут нельзя говорить, что кто-то гегемон, кто-то нет. Дело в том, что именно сама по себе вот и природа, ландшафт такой, что он очень сложно установить кому-то гегемонию на Урале исторически. Наоборот, вчерашние гегемоны, которые контролировали там очень много территорий степей, вот, но которые по разным причинам терпели поражение, они находили потом, получается, убежище среди тех племен, которые жили на Южном Урале, выливались в их состав, получается, да, и уже потом становились как бы в совокупности общим фактором. У нас, условно говоря, вот тот же там Южный Урал, Башкортостан, да, там, не только другие, это такой этнографический заповедник. Сплав народов. Да, никто не мог стать гегемоном в степной Евразии, да, вот в этих краях, пока не доился с башкирами, потому что здесь контроль вот этого узкого места от Южного Урала до Каспия, здесь мимо не пройдешь, а тут завоевать очень сложно, поэтому, чтобы здесь дороги были как бы контролируемыми, понимаете, здесь надо с ними договариваться, брать их как бы, кстати, союзники, в тех или иных формах получается, а потом двигаться или там с востока на запад, или с запада на восток. В любом случае, здесь как-то вот лучше договориться. И это привычка, скажем, когда вот с нами, чтобы с нами там считались, это вот осталось на ваш определенный менталитет. Азамат Агай, обусловлено географическим. Да, понятно, в этом как бы разобрались. Азамат Агай, этноним самоназвание Башкорт. Как оно пришло? Откуда оно пришло? Ну вот одно из таких ранних таких упоминаний, там, хотя Закир Тухан там говорит о Башу-Кили, вот китайским и так далее. Но вот у Масуди четкое есть определение, скажем так, о том, что Масуди, скажем, и потом Константин Богонародный уже чуть позже, там, они, когда у Богонародного есть такой трактат об управлении империей, вот, он там повторяет Масуди, с его слов, видимо. А Масуди, как бы говоря за западный тюркском каганате, говорит о том, что вот те, которые там вышли воевать с хазарами, да, вот, что здесь он делится как бы на 4 части, 4 фратры, условно говоря. То есть базовые фратры это Баш-Яна и, вернее, Баш-Инак и Баш-Корт, вот, и дочерние, получается, Башна и Янокорт. Вот, в чем разница? Дело в том, что тут география очень важна, потому что вот в наших краях, вот если там брать, да, зимовать можно либо в лесах на Урале, скажем, за Уралье, да, вот, либо в оазисах юга, то есть вот на Сырдарье, там Приоралье, да, вот, а в степи, здесь вот там, южнее Оренбурга и так далее, там в степи делать нечего, там зимовать очень сложно. Ветра, снег и так далее, да, вот. То есть либо в лесу, либо... И, соответственно, зато летом здесь как бы они встречаются, эти прикочевывают на Яйляу, на Литовке, получается, с севера, эти с юга, здесь они где-то там подерутся за водопои, где-то переженятся, помирятся, в общем-то, вот. И единое как бы культурное пространство, языковое и так далее.
А вот на зиму расходятся кто-то на юг, кто-то на север. Понятно, да? Это как Мгм. бы единственное. Вот. Поскольку как бы считается, что это каганат западно-тюркский получается, то есть передовой, ну, баш, авангардный, скажем так, да? Вот, остатки его. То корт это как бы, ну, община и одновременно как бы волк получается, да, агушский такой старый термин получается, да? Вот. Инак это как бы, ну, родственники правителя. То есть, откуда он берет правительская ханская династия, например, Ашина, да, они могли породниться с каким-то местным родом, и вот этот вот, те, кто поставляет им своих жен и воспитывает их, получается, детей, как аталык получается, да, они становятся как бы их инаками. То есть, на какой-то же род надо опираться, то есть, самый сильный, ну, как в свое время в Ногайской, где были мангыты, скажем, при чингизидах, да, то есть, скажи, кто там твоя родня, там, ну, я как бы скажу, мощный у тебя союзники или нет, скажем так. Да. Вот инаки получается, баш-инак, передовые инаки, баш-корт это получается их военные силы, которые вот, у всадников, которые могли они в случае чего мобилизовать. То есть они приходят и там получают свою долю среди контроля этого шелкового пути. Вот. Но дочерние фратрии, потому что нужно хоть как минимум обмен невест, скажем так, дочерь, это баш-яна, то есть вот, которые у них зимовки уже здесь, вот при Каспии, да, вот здесь, а Яйляу чуть севернее. И Яныкорт, это Наукердам, так называют, богонародный, но искаженный Яныкорт, то есть новая община, уже при Урале получается. И вот эти 4 части, то есть Баш-Инак, будущие печенеги, там, которые когда пришли, да, Баш-Корт, вот, потом здесь Баш-Яна и Яныкорт. Вот как бы 4 части, это то, что как бы, вот. И здесь происходит, именно в эти времена, вот к 9 примерно веку, сюда уже приходят мусульмане. Здесь через торговлю, в общем-то, они здесь принимают ислам добровольно, башинаки, печенеги. То есть, в отличие от хазар, скажем так, которые воевали с мусульманами, да, вот, здесь тоже как бы после Таласской битвы были сложные перипетии, но так или иначе караханиды как бы приняли ислам. Здесь как бы все было более добровольно, получается, да. И вот распространение ислама шло, получается, отсюда вот сюда. И здесь уже печенеги потом вытеснили хазар дальше как бы на запад. Потом заняли эту территорию. Вот. Это, тут важные логистические узлы, это вот переволока, это вот где Волга рядом проходит с Доном, да, это вот где исторически, вот сейчас Волгоград стоит, а до этого там Сталинград, Царицын, Сарай, вот это вот важное логистическое место, потому что, ну, по степи же мимо рек не пройдешь, там водопои нужны и все такое, да, вот. Потом, значит, Крым получается, да, важный логистический момент, там Дербент и Астрахань. Вот это вот 4, скажем так, вот ключевых узла, то, что вот Южно-федеральный округ, да, есть такой логистический центр, и тот, кто его контролирует, тот контролирует очень много пространства внутренней Евразии. То есть сегодня, скажем так, сейчас это Российская Федерация, от нее там в апреле логистической зависимости находится вся Центральная Азия и так далее, получается. Вот. Поэтому, а до этого, скажем так, когда Улу-Джунчи контролирует, то есть, соответственно, эти территории тоже были зависимы. То есть, и если бы там тот же самый Гитлер удержался здесь, то война по-другому могла пойти, Вторая мировая. То есть, вот эти вот ключевые позиции имели место, и вот когда отсюда, скажем так, агузы и кипчаки вытеснили печенега, башнак сюда пришли уже мусульманами, вот они вытеснили хазар, и вот дальше потом они ушли на равнину Дуная, вот так называемые внешние башкиры. Но сейчас это об истории, как бы мы говорим, уже более поздней. Вот. Сейчас вернемся к тому, что Урал-Батыр, он повествует о том, как эти племена, там, Бурзян, Юрматы, Юрми, получается, с одной стороны, с другой стороны, Тунгаур, как бы, и там, Тамьян и так далее, они стали союзом племен. То есть это как бы прото-башкирский союз племен. Вот. А башкиры это уже тогда, когда вот 8-9 век, когда уже происходит исламизация, да, вот, то есть вначале они как бы являются воинскими контингентами служащими в отношении хазарского кагана, вот, но когда происходит уже столкновение между печенегами и хазарами, башкиры на стороне уже получается от хазар переходят на сторону печенегов, и уже потом получается вот с исламизацией это имя, кто-то говорит человек, скажем, башкир, кто-то там союз племен. Ну, часто так бывает, что имя человека есть имя союза племен, он как бы отождествляется.
И, соответственно, вот в этот момент, где-то в 9 примерно век, условно говоря, плюс-минус, происходит переформатирование союза племен в единый народ, в исламизацию. Когда Ибн Фадлан, скажем так, отмечает, что есть и мусульмане, и не мусульмане, то надо понимать, что часть приняла в начале, часть потом. Этот процесс занял там не одно поколение, но так или иначе процесс пошел именно вот примерно 9-10 век. Угу. Понятно. Да, здесь, то есть получается, эпос Урал-Батыра вот с тех, скажем так, ну, он был создан, видать, по событиям вот тех веков и передавался, получается, вот из поколения в поколение долгое время, вот до, ну, пока мы не узнали все об этом эпосе. Дело в том, что эпос, он передает очень важные сведения. Он передает картину мира. Вот надо будет желающим почитать книга Мирча Илиади «Аспекты мифа». Вот что такое историческая память. Дело в том, что когда мы говорим о мировоззрении, у него есть несколько составляющих. Это, во-первых, онтология, то есть наука о смысле жизни и отношении к смерти. Что последует после смерти. Вот. Там 4 варианта: атеистический, политеистический, пантеистический, монотеистический вариант. В зависимости от того, какие будут представления. Это Макс Вебер об этом, как бы, Клод Леви-Стросс об этом говорят, в общем-то, если кому-то интересно, могу более подробно раскрыть. Да? Второй вариант — это теория познания, гносеология. Это вот с помощью каких моделей мы понимаем, то есть есть вещи, там, в которые мы верим. Вот, если первая онтология — это знание посредством веры, то, что мы не можем проверить. Ну, вот, о том, что будет после смерти, мы же не можем ни логикой, ни экспериментом проверить, правильно? Ты ушел, и там, как бы, вот, что встретишь, то встретишь. Это вопрос веры, это не вопрос эксперимента. А знание рациональное, цели рациональные, вот если брать в терминологии Вебера, это то, что поддается здесь обратной связи, фальсифицируемые знания, знания посредством сомнений, эксперимента, логики. Вот, теория. Третье, это получается, если мы как-то вот выстроили конструкцию ценностно-рационального знания, то, во что мы верим, конструкции какой-то рациональной логики, то, что можно доказывать, да, от исходной аксиомы мы как бы отталкиваемся, да, вот. Потом у нас получаются социальные какие-то нормы, регламенты. Но сводить их, скажем, в какое-то единство веры, доказательств и норм, это формируется на конкретных исторических кейсах, на примере какого-то деятеля, какого-то протогероя. И это у нас формируется память. Например, в исламе это у нас пророки, в том числе последний пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, да? Вот. В тюрко-монгольской культуре они там то одного, то другого, например, это Чингисхан может быть, да? В эллинистической культуре это Александр Македонский, или там Гай Юлий Цезарь, да, или там Карл Великий, то есть тоже там происходит какое-то обновление, да? Вот. Соответственно, фигура какого-то героя, который своим жизненным путем, скажем так, своим выбором, в сложных условиях, который выбором стратегии доказывает важность пути, скажем так, да, доказывает нормы, доказывает какие-то рациональные решения, вот. Это говорит о том, что вот есть устойчивая и космогония, и нормативные, и, скажем так, какие-то рациональные объяснения. То есть вырабатывает какая-то социальная структура. Эпос Урал-Батыр в этом отношении отвечает как вопросам космогонии, так и вопросам, получается, как бы познания, и вопросам каких-то норм, что такое хорошо, такое плохо, да. И плюс выстраивается образ героя, героический, да, как этический образец, на основе которого можно делать какое-то воспитание, подражание. То есть полный замкнутый цикл памяти. Вот. Поэтому те архетипы, которые, скажем так, то, что вот там же начинается работа с чего? Вопрос о смерти, правильно? Ключевой вопрос. Как победить смерть? И вот от этого вопроса отношения к смерти там все выстраивается, и он пожертвовал собой, да, победил, да, и в этих горы, скажем, этих вот бесов, там, девов, да, скажем, что горы образовались после того, что он сражался, да, это место как бы его подвиг получается. И то, что потом все это, реки потекли и так далее, получается, дети его пошли там, да, и то, что страна зацвела, это как бы в памяти формируется определенная этика отношения к тому, что ты живешь на Урале. Понятно, да? И вот та самая этика, она остается непрерывной. И ислам ее ни в коей мере не отменил, он ее упорядочил, подкрепил, получается, в каких-то важных местах. Потому что в тех местах, в которых происходит противоречие, она, скажем так,
отменилось. В тех местах, где этический комплекс, получается, воспитательная традиция соответствовала мусульманским традициям, она и укрепилась, она и продолжалась. Понятно, да? Да-да. Да, понятно. Прямая преемственность. Мгм. А, Азамат Агай, у нас, в принципе, мы час проговорили. Если есть что еще добавить, скажем так, ну, коротко, вот именно по этой теме, в принципе, мы поняли, как сформировался башкирский народ, как появилось у него название, Урал-Батыр, как сыграл здесь какую роль. А, Есть что добавить, Азамат Агай? Если не... Ну, я опять-таки хочу сказать, что мы имеем, скажем так, эпическую память как союза племен, вот, но когда это локальный, скажем так, союз племен, локальная эпическая память, да, вот, в масштабах этого региона. Но когда она выходит на уровень, скажем так, мировых идеологических систем с принятием ислама, да, то это уже как бы инновация, скажем так, обновление, которое создает уже программу глобального будущего. Понятно, да? Вот, потому что вот, если говорить по историографии, у нас вот Заки Вали Туган рассматривал, получается, в географическом аспекте вот в масштабе всей Великой Степи, и Башкиры как бы в ней, да? Кузеев Равиль Гумерович как-то связывал с Приоральем и там с Востоком, да? Ниаз Абдулхапович Мажитов, он как-то больше опирался, получается, на вот местную традицию, скажем так, археологическую в том числе, да? Но если рассматривать эти вещи системно, через, прежде всего, память, получается, да, то у нас и те племена, которые позже вошли в Башкир, как кипчаки, те же нагайцы, там, табыны и так далее, да, вот, хотя табыны где-то и раньше, может быть, там частями входили, вот, поэтапно, вот, и те, которые там, скажем так, раньше, они тоже когда то есть мы исходим из того, что именно, какая память, какая эпическая, какая этическая традиция, какое мировоззрение оставалось базовым. Азамат Агай, у меня вопрос такой. Вот Махмуд Аль-Кашгари упоминал башкирский язык как один из крупнейших тюркских языков того времени. А это был, получается, 1073-1074 год. Вот его трактат. 74. Да, вот. Получается, вот язык башкирский, то есть эпос Урал-Батыр идет, если с тех времен передавался из поколения в поколение, он сохранился тот же самый язык, который был тогда еще, получается, дошел он до начала 20 века, и мы узнали о нем. Правильно? Тут, когда мы говорим о языке, опять же, мы вернемся к тому, что по состоянию на то время караванной торговли, время шелкового пути, тюркский язык это язык лингва франка того времени. Вот. И дороги, они же где попало не ходят. Вот тогда вот этот район Центральной Азии, да, он ключевым для шелкового пути является. Ну, почему шелковый называется? Потому что вот мы, шелковый товар вот, для таких больших перевозок, да, он должен быть легким и дорогим. Например, шелк, да, вот, потому что по дороге могут его там ограбить и так далее, да, то есть, а шелк вот здесь он там, грубо говоря, трава растет, там, скажем, секретами не держит, но когда этот шелк попадает куда-нибудь там в европейское захолустье, да, тут за него эти вожди этих германских, там, славянских племен, там, готовы своих сородичей в наем отдать наемниками, вот, потому что здесь же как, здесь же мясо хранить не получается, здесь же снега как бы нету, мясо гниет, вот, соответственно, это про перец, скажем так, да. Но вот шелк это когда... Валюта того времени. Ну, потому что шерстяная одежда, если ты чесоткой болеешь, антисанитария, то в шелковой одежде, правда, не так неприятно, правильно? Да. Тем более красиво, прочно и так далее. То есть женщинам нравится, мужчинам. Поэтому шелк. Если отсюда, скажем так, перец везешь, потому что перец важно, тут потому что надо мясо как-то законсервировать. Для этого перец нужен, правильно? Здесь это трава, а там это уже очень дорого. Соответственно, товар легкий, дорогой. Здесь, скажем так, слоновая кость, скажем так, да? А здесь пушнина. Пушнину ты не найдешь где-нибудь там вот, в других местах. Это Урал, Сибирь. Соответственно, а пушнина тоже дорогой товар. То есть дороги сюда тоже доходят. Хочешь, не хочешь. Вот. Поэтому и все они пути, скажем, везде они проходят вот через ключевые логистические узлы. И
и важно, чтобы их охранять, а для того, чтобы охранять, или наоборот, там, не только охранять, ну, грубо говоря, начальник трассы, это должны быть всадники. А всадники кто? Это тюрки. Соответственно, есть такая профессия, как я уже нередко говорю, начальник трассы. Кто трассу контролирует, тот, скажем, и в пределе. Соответственно, язык, он тюркский, скажем, на всем этом пространстве. Вот. И башкир в том числе, потому что ну, они всадники, а без них не обойдется. Мгм. Ну, Поэтому, когда мы говорим о Кашгари, он, соответственно, и упоминает в числе таких важных, ключевых, скажем так, языков и социальных структур, которые контролируют те или иные важные участки, скажем так. Есть логистическая торговая функция, социальные границы, поэтому коллектив этот отмечается как устойчивый, с языком и с традициями этническими. мгм. Ну, получается, вот эпос Урал-Батыр, который был, ну, сформирован тогда, то есть он дошел тем же самым языком, да, Ну, скажем так, до начала 20-х, практически. в основе. Да. В основе, потому что язык, он тоже, система живая. Но если, ну, я просто хочу уточнить, если он передавался из поколения в поколение, ну, допустим, Аглюнативные языки. Аглюнативные языки, лучше филологов как бы спросите, да, но основа его построения, скажем так, вот его база, там, грамматическая и так далее, та же самая. мгм. Хорошо, на этом тогда, наверное, Азамат Агай, на сегодня закончим. Вопросы там какие-нибудь? Вопросы, если будут, я от зрителей обязательно, как бы, на следующий выпуск мы начнем сперва с вопросов от зрителей, вот, а уже, как бы, потом продолжим тему дальнейшую, там, дальнейшую Ну, наверное, анонс небольшой нужно будет сделать. Я сейчас немножко, как бы, уже, получается, забежал там к началу, к рубежу, получается, второго тысячелетия. Вот. Поэтому, наверное, так, до чингизидское, это и ранее чингизидское время, получается, обозначим. Хорошо, хорошо. В следующей передаче, потому что какие-то вопросы, которые будут, там будем уже их комментировать, по какие-то аспекты там более другие.